Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Основоположник абхазской литературной критики. 110 лет исполнилось со дня рождения Хухута Бгашба. День сельских женщин. 15 октября отмечают Международный день жительниц сел и деревень. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Хухута Бгашба, основоположника абхазской литературной критики, языковеда, фольклориста, общественного и государственного деятеля. Хухут Бгашба – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Гули, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии. Родился 15 октября 1914 года. Хухут Бгашба был ответственным редактором коллективных изданий «Русско-абхазский словарь», «Очерки истории абхазской литературы», «Грамматика абхазского языка, фонетика и морфология», «История абхазской литературы». Бгашба – автор школьных учебников по абхазскому языку и хрестоматии по абхазской литературе. Опубликовал книгу «Абхазские сказки». Хухут Бгашба избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АСР и ГСР и награжден многими орденами и медалями. Хухут Бгашба агвахира дудза иqaitas агрба захариш хуква арсенди хашбеш хуква кукбеш хуква абриижи бжиди дирдза вазе гизеге лабахуа чанба рышхуквазе гизеге ябхуа хапшадул чочве бзорал бертачдхан еробра аберташхуазе чахнирман убертат чахнишимл рахасге чахури мо дирдзван убрягара бжи убрягара ичахи ويمو بري ستالين دنكور جبري دنكور جبرتش خواجة جيجي زي تيجي عبخجة كلني شغز وي يحزني الخزة وخد بغاش بتراوك يحسب لك قيمة زازرجي عبرتيريوس شا يراد تشوز يتشوز يريوس أغتش أجل رغتشاف يدري زي خواجة جيجي بالوان الكعات كور بلي روكا بتشكوزي جيكور جي يرين بخجة زي شخنا ينيجن يخبرت رخت يريجن ينرحو يريخ يريجلانيش يدرتيت ماتسارا جابزمكوا يتراو عفوني نخازري زبزروخ خود بغاش بيو مالشي مازيري حنش شخراكون ناس كيشخوس بسوا يالقاو شخوا يحرك عبسوا بزشوا عبسوا تورخيس كز عبسوا ليتراتوريس كز عبسوا رزازركي حاضر وجه كسيرك صوب ومدشكوا وبوسقنيرا بس بعد سوما لينغراد سوما كارت سوما عبسوا رزقوا غنيبا تطلع архив сабичатата да наполи хуяон абас абсвайрис хазирис кыз ашхантыц яхтыц зэгуз абас урта бирдега кобиюна. Телевизионную передачу, посвященную памяти Хухута Бгашба, из архива Абаза ТВ смотрите после выпуска новостей. В Вооруженных силах Абхазии под руководством начальника Генерального штаба продолжаются командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Минобороны. Основная цель – повышение полевой выучки и слаженности действий войск при решении задач в кризисных условиях. В учениях принимают участие специальные подразделения силовых структур и резервисты. В ходе учения отрабатывается комплекс задач, включающий боевую мобилизационную готовность, подготовку и ведение боевых действий и их всестороннего обеспечения. Учения проводятся до 18 октября на всех полигонах вооруженных сил и незнакомых для войск участках местности. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-юго-остинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности на земле, сообщает «Спутник Абхазии». Замглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии очередного раунда дискуссий. Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии.
Мемориальные плиты погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, жертвам политических репрессий, участникам национально-освободительного отряда «Киарас» и знаменитой абхазской сотни установили в селе Звандрепш. Хби пара карбака артра, ерубаса журналист Екатерина Беби лышко адзеркара. Вот шварту якуб was хуцер и уйпшим отагыл защику рухтяны шакабакашик гылыс. Шакавер рахиц аналыз, шакавер надзадзахыз. А усмебгад хацерка на бака артра алага, на висапхер из маза района Хадара, а важла ратус зуйча аката Хадара Екатерина Георгиевна студентша и штарти аж чечрапа. Хтурых хтысны и пхедзо по репрессии яладзез, а джинчты лытай башираду ан и тахаз ярубас акснаха куйтра запсах тынстыз и разгыл абакапа рартра. Урта турых курхыц хартадазат гылы тапсныз чапсаспыз арцаве джума габуня. Здесь общение ведёх шоксазе, жендепся ката айзера думаю паган. Айзера тьялахон зычкун чатахаз ана чабача. Ини века пени вёхбапи айбашираду ялахозава. А барц заге Асара Чирган, Жендербша Арцейча, Скиф Пипшин Вёет, Пипшин Вяха Пяшк Скоран, и Тахаз Рахет Закамшараза Ехацату. Авжила Рабраха и Гылас, Абаси Пшабжих Арцей, Пшин Вёет, Пипшин Вяхапи, Хачкун Чахапсад Гилаза, Рхапарца Заранышна Пареху, Ини Века Пени Вюхбапи Абакуха. Убасхани Ачерцит Хара Дахара Сдырцас, Жендербша Арцейча, Ежи вибись певежат яшксаза. А бартазцарапа хпаиткала на рартера, убас ханажи гит, абсуажлар рмилат хакуйтер хпараджа, и радшадзан сджабаку, шие вежа бью казнапазцазю запсуш казнапацазюс, ахи балёсик маадани па. Убри дазат гыл табартрых рбахат, ахайхал харшару, харажендрбша, ката думка, жахуя капсу ашуя залхоз, хани вехуя кераза залхоз, абартер бакахацара. Яха хаким дзеркалот, хош ксараш такой халар халот, жаш ксараш такой халар халот, аха абартан хаш, абартер ракадз, наунак дзет нехзаканц. Ипсата бзихат, лёсик маадани па, ипста зара далцхи. Аха рабха, яхая ахарто, абарта бакапа, Езусный хат зерказ, убас ханпиамта пшини вжухшок сырзы, ахи балёсик маадани пьёв. Пшини вжавшок сырзы, хам чаквархана хбакака ахарти, аха яха дачу бакак рацул. Кытач пхядза, харахатки сакари хана, ах дзизмо апшазмо района чакытаку жпакаку. Яха хамарштру, абартреп шиукамсте, абартреп шиукамсте, абартзеге, абипарак и кучертойтер хот хавашлар, и кучертит яхапиамтази, и гнут бакак абрака яхарто, шипшиниве аюк абрака южбо рхдирожлену, ари хаштера акумку янхой. Специальный репортаж наших коллег с Гудаута ТВ смотрите в нашем вечернем эфире. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуми, сообщает «Спутник Абхазии». В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Владислав Куликов, глава КСОРС Олег Юрченко, школьники, общественность. Надежда Курченко, 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал полет из Батуми в Сухум. Самолет захватили террористы, она пыталась оказать им сопротивление, была убита. Курченко была похоронена в Сухумском парке, который по сей день носит ее имя. В 1990 году ее прах перевезли в Удмуртию по просьбе матери. В парке стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии, окончательно развалившийся в 2013 году, когда на него упало дерево. Новый памятник Надежде Курченко установили в парке в 2024 году.
15 октября – День памяти известного абхазского скульптора Юрия Чкадова. Он был одним из создателей памятника жертвам Младской трагедии в Гудауте, автором мемориала павшим в Великой Отечественной войне в Гудауте и множество портретов современников. Юрий Чкадов был главным художником города Сухум до начала Отечественной войны народа Абхазии. 5 автомобилей нарушителей правопорядка поставлены на штрафстоянку, сообщает пресс-служба МВД. Автомобили были изъяты у лихачей за дрифт и опасное вождение, в том числе в составе свадебных кортежей. 3 водителей, нарушающих общественный порядок в городе Сухум, привлечены к административной ответственности за агрессивную езду и создание аварийных ситуаций. Авицбан Рианзорович, 2001 года рождения, житель города Сухум. Акаба Денис Георгиевич, 1991 года рождения, житель города Сухум. Хварцке Алма Асланович, 1995 года рождения, проживающий в Сухумском районе. Автомобили лихачей поставлены на штрафстоянку. Рассекая по жилым кварталам столицы, вышеуказанные граждане подвергали опасности всех участников дорожного движения, а жители спальных районов, обращающиеся с жалобами на нарушение и ночной шум, теперь в лицо знают своих раздражителей. Еще для 2 водителей свадебного кортежа праздничные виражи закончились на штрафстоянке. В отношении Хачак Амира Анзоровича, 2003 года рождения, жителя города Сухум, и Николаиди Диониса Александровича, 2003 года рождения, проживающего в Гулрыбском районе, сотрудниками отдела госавтоинспекции столичного УВД составлены соответствующие административные протоколы. Нарушителей выявили и привлекли к ответственности сотрудники 1-го отдела милиции Управления внутренних дел по городу Сухум. Абхазские медики прошли курсы повышения квалификации на форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане, рассказала в эфире радио «Спутник» замминистра здравоохранения Саида Делба. 1 день у нас были курсы повышения квалификации, мы получили сертификаты по менеджменту в организации здравоохранения. Очень интересные тренинги проводила Уральская медицинская академия. Мы переговорили с представителем Казахстана, чтобы по возможности организовать его визит в Абхазию, чтобы наши врачи прослушали курс лекций и тренингов, отметила она. Мероприятие организовано Россотрудничеством и Северокавказским федеральным университетом. Для участия в форуме съехались выпускники из 11 стран, в том числе из Абхазии. Проект Colors of Nation отметит свое десятилетие модным показом и благотворительным аукционом. Вещи, представленные в коллекции, результат совместного экопроекта Colors of Nations и Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В рамках данного проекта в 2021 году был объявлен сбор старых джинсовых вещей, которые впоследствии разделили между абхазскими дизайнерами и предложили им дать этим вещам новую жизнь. Джинсовые вещи с подиума можно будет приобрести на благотворительном аукционе. Все вырученные от продажи средства передадут в фонд Ашана. Показ пройдет 15 октября в ЖК «Акватория» в Сухуме. Репортаж с десятилетия арт-проекта смотрите в ближайших выпусках новостей. 15 октября Организация Объединенных Наций отмечает Международный день сельских женщин. В этом году праздник посвящен роли сельских женщин в сохранении природы для нашего общего будущего. Проектный офис ФАО и агентство ООН «Женщины» оказывают поддержку сельским жительницам Абхазии в производстве домашней молочной продукции. Организация ФАО поддерживает женщин-фермеров в Абхазии в производстве домашней молочной продукции. Проект осуществляется с 2020 года совместно с организацией ООН «Женщины». В рамках проекта были организованы по Абхазии 27 полевых фермерских школ, на базе которых проводились лекции, такие как технологии производства новых сортов сыра, гигиена молока, проблемы, связанные с ветеринарией, с болезнями животных и кормлением животных. Этот проект, он дал нам много возможностей, новых знаний. И эти знания пригодились не только нам, участникам проекта, но мы донесли полученные знания до наших соседей,
до членов нашей общины. Мы познакомились с такими, значит, профилактическими работами, как дегельминтизация, обнаружение мастита. И мы получили лекарственные средства, чтобы использовать их в дальнейшем. И в достаточном объеме, что мы даже могли поделиться с нашими соседями. Честно скажу, я немножко скептически отнеслась к этому. Что получим в результате? С течением времени каждая наша встреча была все интереснее и интереснее. Там новые знания, новые лекции по сыроварению, по уходу за животными. Ну и также бизнес-план, который помог бы нам, скажем, в реализации нашей продукции. Потому что наш первый сыр, но те сыры, которые мы варили, они, на мой взгляд, гораздо интереснее. Сепаратор мне лично очень понравился, потому что никогда им не пользовалась. И домашнее масло – это супер просто. И по вкусу, и по качеству ты такое масло, конечно, в магазине не купишь. Вакуумный аппарат, который упаковывает халуми и качоту, это все просто на высшем уровне. Формы для сыра и ферменты, которые они нам показали вначале, дали нам всем образцы, но это настолько нам понравилось, что мы потом все скинулись и пользуемся теперь только такими ферментами. Главная проблема в селе – это отсутствие работы, а работа – это доход. И если мы говорим вот о ФАО дает нам возможность, находясь в селе, получить дополнительный доход. Не дополнительный, хороший даже заработок. Да, можно сказать, что для многих женщин это будет основной доход. Причем, если мы говорим, что местные сорта сыра для нас они известны, то вот именно эта организация нас познакомила с такими сортами сыра. И теперь у женщин есть выбор делать местные сорта сыра или все-таки перейти на новую ступень и заполнить наш местный рынок вот такими сортами сыра, как халуми и брынза, ну и другие сорта. Да, поэтому сбыт этих видов сыра, он здесь будет. И мы уже, пока проходили сам проект, у нас уже были заказы. ФАО помогли найти клиентов, которым интересен наш товар. Это и продовольственные магазины, и рестораны. За 4 года осуществления проекта обучение прошли около 500 фермеров, женщин по всей территории Абхазии. Побывала я на ярмарке тоже, которая была в Сухуми. Много людей со мной потом связываются. Нам провели очень много тренингов, и ветеринар с нами был. Очень полезные лекции нам провела, которые вот сельское хозяйство держится на женщинах. И проект ФАО и ООН «Женщины» нам очень помог в этом. И это очень большая поддержка с их стороны, и мы очень благодарны за это. Женский фонд развития является долгосрочным партнером ООН «Женщины» в Абхазии, в основном в рамках деятельности, направленной на реагирование на насилие в отношении женщин и девочек. В последнее время также активно стали реализовываться проекты, которые направлены на расширение экономических прав и возможностей девушек и женщин в Абхазии. В рамках этих проектов женщин обучают финансовой грамотности, а также умению вести свой небольшой бизнес. Одним из преимуществ данной программы является сочетание технических тренингов с темами, связанными с правами женщин. И это позволяет большему количеству женщин принимать участие в данной программе, потому что те барьеры, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, они имеют свое отражение в этих информационных встречах и тренингах, на которых они могут подумать о том, насколько им важно быть вовлеченными в экономическую деятельность для того, чтобы они развивались и продолжали идти вперед не только для того, чтобы приносить пользу себе и своей семье, но и наиболее широкой общине, в которой они проживают. ООН «Женщины» провело несколько важных тренингов по правовой или финансовой грамотности, потому что бизнес-план составлять никто из нас не умел до этого, это точно. И что действительно целый час моей работы какие-то деньги стоит, оказывается, я была точно не в курсе.
Это дает нам хоть немножко уверенности в том, что мы делаем то, что нужно, то, что важно и то, что может цениться. Эти тренинги нас объединили. У нас было 25 человек. Уже мы друг друга очень хорошо знаем. Сила женщин в единстве. В поселке Томыш села Кутола Чемчирского района при поддержке государства активно возрождается чайная отрасль, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Чай в селе начали выращивать еще в начале 20 века, однако распад СССР, грузино-абхазская война и экономическая блокада привели к гибели многих плантаций. В последние годы местные жители работают над восстановлением чайного производства. Одним из инициаторов возрождения чая в селе стал Адгур Гергия, чьи родители посвятили свою жизнь выращиванию этой культуры. На сегодняшний день основное, что мы смогли сделать, это в какой-то мере сохранили плантации. Вот это самое главное для нас было с самого начала. И на сегодняшний день, пускай немного, но это, как вы видно, вы сами можете убедиться, около 30 сборщиков. Потом основной момент, помимо того, чтобы собрать, от сорняков надо чистить. Очень сложная работа. И вместе со всеми в цеху около 40 человек работают. Мы приехали с России обменяться опытом с ребятами с Абхазии, передать наши знания, получить ребят знания и сделать новые виды чая здесь, на территории Абхазии. Технологиями производства помогаем. У нас в России, в Краснодарском крае, у нас собственные плантации. Мы делаем чай белый, желтый, зеленый, красный, черный, улунный и пуэры. И здесь ребята тоже органику делают. И делают до момента нашего знакомства делали черный, зеленый, желтый чай и белый. Мы им сейчас принесли технологии красного, улунов и габа-чаев. Это абсолютно новая технология, которая придумана была японцами в 80-х годах, бескислородная ферментация. Чаи обладают большим количеством гамма-аминомасляной кислоты, которая очень хорошо улучшает работу головного мозга, фокусировку внимания и мышцы расслабляет. И ребята очень хорошо умеют делать чай и очень хорошо восприимчивы к новым знаниям. Это здание мы построили за свои деньги. А потом в 2021 году появилась программа по Минсельхозу, и мы туда подали заявление, чтобы мы хотим, вот так мы показали, что у нас чайные плантации уже были восстановлены, очищены. Мы им показали, чтобы они нам помогли приобрести оборудование. В 2022 году Минсельхоз на 2 миллиона 200 тысяч купили оборудование, это завялочная линия, роллерный цех, ферментационный шкаф и сушильный шкаф. И в 2023 году была программа в Минеке, и мы в этой программе тоже подали заявление, и чтобы делать зеленый и желтый чай, ну там еще другие виды чаев, чтобы делать. Нам вот бочка для фиксации не хватало, обжарочной линии не хватало, они нам купили. В этом году, в 2024 году, мы обратились в правительство, и они нам помогли. Черноморэнерго нам протянул свыше 400 метров высоковольтной линии. Вместе со столбами, вот здесь перед цехом прямо мы на цех получили разрешение на установление трансформатора, а так высоковольтную линию 10 тысяч вольт они нам вместе со столбами провели в 2024 году. Так что вклад государства на нашем производстве очень большой. С 19 по 21 октября Государственный театр танца Карачаево-Черкесия выступит с концертами в Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры. 19 октября во Дворце культуры имени Гулия в Ткварчале, 20 октября в Доме культуры имени Цвижба в Чемчире и 21 октября в Абхазской государственной филармонии имени Гумба в Сухуми. Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Абхазии. Гастроли Северо-Осетинского гостеатра имени Тхапсаева пройдут в Абхазии 16 и 17 октября. На сцене Абхазского драмтеатра покажут спектакли «Король Лир» и «Овод». Эти постановки показывали московскому зрителю в рамках программы «Большие гастроли», а спектакль «Король Лир» номинирован в этом году на «Золотую маску». Приезд Академического театра организован при поддержке Министерства культуры Абхазии. Новости спорта. Продолжаются футбольные матчи в рамках Апсны Суперлиги. Встреча команд «Нарты» и «Афон» завершилась со счетом 2-2. 16 октября в 16:00 в Сухуми Кутольская Бзана встретится со столичным «Динамо».
В завершении выпуска прогноз погоды. С 16 октября в Абхазии облачная с прояснениями погода, ночью возможен дождь. Температура днем плюс 20, ночью плюс 15. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. До свидания.